С. Следующее. Па. Руки поднимаем, давайте. Ага, хлеб. Какая буква? 17. Буква П. Дальше. Вот сейчас маленькая буква написать, да? Дальше, 18 буква. Асель? Р. Хорошо. 10 буква. Какая буква 10? Думаем. И, правильно. И. Дальше. 5 буква алфавита. Да, правильно. Дальше. Первая буква. А у нас и так-то. На. Дальше. Следующие мальчики. На. Ни. С. Получается у нас беспредельница, да? Хорошо. Сегодняшняя наша тема называется беспредельница. Александр Николаевич Островский, русский драматург. Родился в Москве в семье судебного чиновника. В 1849 году было написано произведение Островского «Свои люди сочтемся». Для Островского сочинение является способом правдиво изобразить жизнь народа. Какие произведения на казахском языке вы читали, связанные с такой же проблемой? Какие произведения мы читали? Бақытсыз жамал, иди, запиши. Произведения. Наржан, какие произведения? Помните? Шұғаның белгісі. Шұғаның белгісі. Ребята, теперь парная работа. Мы должны сейчас образовать пары. Ребята, быстро встаем и образуем пары. Все, хорошо, образовали пары. Теперь задание следующее. У нас здесь на столе лежат сердечки. Посмотрите. Разберем по одному сердечку, да? Белое сердце должны рассказать о главной героине Ларисе Агудаловой все, что мы знаем. Желтое сердце. Вы должны найти все позитивное о Ларисе Агудаловой, о главной героине. Черное сердце. Вы должны найти негативные действия, негативное состояние, все, что относится к негативу с Ларисой Агудаловой. И зеленое сердце – это знак, значит, расцвета будущего, да? Как проходит, как должна быть, вы думаете, жизнь, например, женщин, девушек, не только русских, но и казахских девушек, да? Лариса Агудалова очень красивая, образованная девушка, талантливая, играет на разных музыкальных инструментах. Лариса любит свободу, словно птица, стремится увидеть свободу, области свободу. Молодцы. А еще Лариса единственный персонаж, который умеет чувствовать. Молодцы. Хорошо. Хорошо, садитесь. Можете поаплодировать работе. Хорошо. Следующее. Желтое сердечко. Выступают Асель и Бах, да? Поднимите свое сердце. Свое сердце. Хорошо. Лариса Агудалова – главная героиня драмы «Бесприданница». Она выделяется своей правдивостью и искренностью, прямотой характера. Также она, естественно, и умеет глубоко любить, что очень не ценится в ее обществе. Хорошо. Хорошо. Это у вас позитив, да? То есть плохая сторона Ларисы. Девушка фактически не замечает негативных сторон характера, желая видеть в нем только положительное. И год войны ее предательства становится трагичной судьбой Ларисы. Когда происходит объяснение между героиней, Агудалова уже понимает какого-то смерти. Лариса Агудалова не думала о своей жизни. Она была настолько глупа, что не понимала, чего хотят. Молодцы. Хорошо. Во время, когда написана драма, актуальна была проблема неравенства женщин с мужчинами. Не то, что женщины не могли устроить свои карьеры, у них даже не было права на выбор. В этом году 30-летие независимости Казахстана. В это время, я думаю, много чего изменилось. Женщины гораздо стали счастливыми, у них есть право на выбор, и женский пол можно заметить в правительственных работах. Сейчас женщины разрушают все стереотипные барьеры. Молодцы. Молодцы. Поаплодируем. Ребята, следующее задание ПОПС-формула. Эта работа у нас индивидуальная. Вопрос.
Имеет ли Лариса право на выбор и личное счастье? Мы с вами помним, что ПОВС-формула состоит из позиции, объяснения, примера и следствия. Итак, ребята, работаем. Время дается для вас 1 минута. Итак, ребята, готовы? Ребята, кто готов у нас? Так, Мухит, пожалуйста. Моя позиция, я считаю, что Лариса имеет право на счастье. Она добродушная, доверчивая. И Лариса доверилась Паратову, а он обманул ее. Хорошо. Паратов обманул ее, но тем не менее она имеет право на выбор, имеет право на счастье, да? Хорошо, это твоя позиция, ты доказал свою позицию. Хорошо, еще кто? Ну, Азель. Позиция. Я считаю, что Лариса не имеет права на выбор и на личное счастье. Объяснение. Потому что общество, в которой она живет, осуждает ее, также обесценивает. Она слепая и глуха, когда дело касается любви к Паратову. Пример. Например, она, полюбив Паратова, она осталась несчастной. Трагедия в том, что она в конце драмы была убита отрицательным героем. Следствие. Исходя из этого, я считаю, что Лариса не имеет на право счастья и на выбор. Хорошо, молодец. Спасибо большое.